В эфире БСТ, передача «Интервью», студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Итак, 13 сентября Уфимский арт-квадрат вновь станет центром стрит-культуры. В этот раз состоится фестиваль уличных видов спорта «Урам-Байрам». Об этом и не только. Мы поговорим с гостем нашей студии Сергеем Медведевым. Это генеральный директор баскетбольного клуба «Динамо Уфа». Добрый день. Здравствуйте. Ну, почему, собственно, хотелось бы узнать, мероприятие пройдет в арт-квадрате? Арт-квадрат – это сердце нашей столицы. Кроме того, там установлены 2 баскетбольные площадки. И на протяжении летнего периода времени все желающие могут прийти и побросать мяч в кольцо. Я частенько сам прогуливаюсь и вижу, насколько баскетбол пользуется популярностью в нашем городе, и площадки не пустуют. Ну и, конечно же, там есть прекрасные условия для презентации нашей команды, клуба «Динамо». Мы готовы к новому сезону и хотели бы презентовать всю систему клубов в центральном месте нашего города. К сожалению, не доводилось мне самому побывать на баскетбольных площадках. Это полноценные большие баскетбольные площадки или это 3х3, которые вот? В Урам-Байрам входят турниры по баскетболу 3х3 в арт-квадрате. Для этого есть несколько площадок. Но кроме того, мы дополнительно устанавливаем оборудование, площадку с пластиковым покрытием. Мы устанавливаем там одной локации, 6 кортов делаем в бокс-парке. Наше мероприятие, оно абсолютно бесплатное. Любой желающий может зайти на сайт баскетбольного клуба «Динамо», заявить команду и прийти к нам поиграть в баскетбол 3х3. Мероприятие состоится 13 сентября. Уже есть какие-то команды, которые заявились? Да, конечно. В прошлом году было порядка 120 команд. Ну, мы в этом году также ожидаем. Это из Уфы только или со всей Башкирии туда приедут? Мероприятие мы проводим в выходной день, и у жителей нашей республики есть возможность также поучаствовать в этом турнире. В прошлом году команды были из Учелов, из Баймака, то есть ребят заранее готовятся, приезжают, участвуют в мероприятии. Вся республика к нам приезжает. Наблюдая со стороны, как показывают себя ребята, из года в год растут? Конкуренция очень высокая, и каждый хочет доказать, что он тренируется не зря, ставит ребята самые высокие, амбициозные цели. Тем более баскетбол достаточно широко распространен. У нас и школьные лиги на хорошем уровне в республике работают. 1127 школ заявлено в школьных лигах по 3 возрастам. Студенческий баскетбол очень хороший. И у нас возрастные категории таким образом выстроены, что человек любого возраста может принять участие. Самый молодой участник какого возраста будут принимать? И самый возрастной, возможно. Есть ли пенсионеры, например? Самые молодые категории это 12-15 лет, и самые возрастные это 22 года и старше. Там может быть и 40, и 50 лет. У нас вот частенько приходит Амир Гусманович Авалитов. Он чемпион мира по баскетболу среди ветеранов. 82 года. 3 раза в неделю тренируется, играет в любительских соревнованиях. Только ради этого, мне кажется, стоит прийти посмотреть. Это интересно. Вот уже не впервые у нас мероприятия такого рода формата проходит. Вот вы говорили, на планете до этого проходили, да? Из года в год и количество участников наверняка растет, и внимание все-таки больше наверняка приковывает к себе, да? Для нас фестиваль «Урам-Байрам» – это праздник начала спортивного сезона. И мы около баскетбола стараемся объединить все современные направления уличной культуры. Это и велосипед BMX, и самокат, очень хороший скейт-парк около Меги. Мы проводили в позапрошлом году на Меге этот фестиваль. В этом году у нас также будет чемпионат по брейк-дансу. Как вы знаете, это олимпийский вид спорта. Там также предусмотрены разные категории, и все желающие могут прийти, попробовать свои силы. Также у нас турнир по черлидингу. Этот вид спорта набирает популярность, и баскетбол это как раз тот вид спорта, где в больших перерывах, тайм-аутах, конечно, да, выступление группы по черлидингу это необходимо, да, группа поддержки. Также вот конкурс среди них состоится.
Новое направление фиджитал баскетбол. Это когда нужно сыграть в баскетбол на приставке в игру НБА 2025, а потом выйти на площадку, сыграть 2 на 2. И по сумме 2 игр определяется победитель. Всемирные фиджитал игры прошли в прошлом году в Казани. Тоже это направление набирает обороты. И также в рамках фестиваля у нас представлено. Ну, кроме того, музыку от современных и интересных диджеев можно услышать. Это диджей Эйр, Мартинес. То есть такой хороший спортивный праздник. Урам-Байрам. Почему такое название? К чему-то привязано оно? Праздник улиц. Урам – это улица, Байрам – праздник. Еще какие-то состязания будут проходить там вот в рамках Урам-Байрама? Да, предусмотрен конкурс граффити, различные зоны активности. И, как я сказал, в 17:00 в субботу, 13 числа, мы представим обновленную команду баскетбольного клуба «Динамо» для всех болельщиков. Познакомимся с игроками, с тренерским штабом. Потом можно будет пообщаться с игроками, взять автограф, сфотографироваться. Там дополнительно будут предусмотрены зоны локации, где игроки, скажем так, также примут участие. И кто-то будет там раздавать мороженое, попкорн, там, угощать болельщиков там, другими сладкими призами. Поэтому вот в таком формате общение предусмотрено вот, в 5 часов. Что-то интересное подготовил баскетбольный клуб, возможно, для зрителей? Инсайдерскую информацию немножко, для затравочки, так скажем. Ну, конечно, да. Мы презентуем концепцию нового сезона в этот день. Очень хорошая, интересная концепция у нас получилась. Кроме того, мы даем старт продаж абонементов на новый сезон. Мы играем в баскетбольном клубе «Динамо», и для болельщиков там созданы все условия. Произвели капитальный ремонт арены «Динамо», заменили паркет, трибуны, освещение. И прям такой хороший, комфортный дом для всех баскетболистов – это стадион «Динамо». И как раз вот мы об этом тоже будем рассказывать. Ну и различные розыгрыши предусмотрены. Это и мяч с автографом игроков, и ужин с игроком, и другой мерч участникам конкурсов, и, соответственно, просто болельщикам, которые в этот день окажутся в арт-квадрате. Пользуясь случаем, не могу не спросить про цели, которые наверняка уже наметили на этот игровой год. В прошлом сезоне команда «Динамо» стала победителем чемпионата России среди мужских команд высшей лиги. У нас было такое триумфальное шествие, 30 побед подряд. Мы установили рекорд. Так уверенно выступать еще никаким клубам не удавалось. Ну и в этом сезоне, конечно, мы сохранили свой костяк игроков, тех, которые были в прошлом году, кто помогал нам добиваться высоких результатов. Это Александр Мартынов, Глеб Бедняков, Данил Донсков, ну, еще ряд игроков. И усилились очень хорошими игроками, победителями единой лиги ВТБ, мастерами спорта международного класса. То есть очень хороший такой крепкий коллектив. Ну и основная задача у нас побеждать в каждой игре. Мы понимаем, что у нас достаточно крепкая команда, чтобы зайти в плей-офф и бороться за самые высокие места. Но это все очень просто кажется на бумаге. Но надо вот начать с первой игры, которая у нас пройдет 8 октября. Да, я, пользуясь случаем, приглашаю телезрителей телеканала БСТ, всех болельщиков прийти поддержать нашу команду. 8 октября стадион «Динамо», первая домашняя игра. Ну и посмотрим, из какого мы теста. Но нам остается только вам пожелать победы. Также вот в рамках мероприятия еще будут презентации баскетбольного клуба «Уфимец», насколько я знаю, да? Да, конечно. Мы очень слаженно работаем. Федерация баскетбола, баскетбольный клуб «Динамо». И в настоящий момент создана очень хорошая структура. Все желающие абсолютно бесплатно могут участвовать в школьных лигах, в студенческих лигах, в первенствах по возрастам. Далее лучших игроков мы направляем в команду «Динамо Юниор». Это детско-юношеская команда до 19 лет. Она находится в городе Благовещенске. Буквально в начале августа месяца Раид Фаидович Хабиров открыл новый спортивный комплекс «Заряд», где базируется наша команда. Создана полностью из воспитанников башкирского баскетбола. Дальше лучшие игроки переходят в команду «Уфимец». Эта команда выступает в студенческой лиге до 24 лет. То есть это фарм-команда, также из лучших игроков нашей республики. Ну и далее уже это «Динамо-2», фарм-клуб, выступающий в высшей лиге чемпионата России. Ну и основной клуб «Динамо» – это Суперлига. А вот вы сказали, что, получается, на площадке «Арт-Квадрата»
установлено несколько баскетбольных площадок. В течение вот всего лета там они не пустовали. А вообще по городу хватает ли баскетбольных площадок? Может быть, юноши и девушки обращались и к вам, и к руководству баскетбольного клуба с целью популяризации этого вида спорта? Где-нибудь еще, может быть, в Черниковке где-нибудь, к примеру. Вот мэр города буквально сегодня в соцсетях анонсировал появление баскетбольной площадки на набережной. Тоже нам это очень приятно. Ну и в принципе баскетбол уже входит в школьную программу. С 5 класса преподают в каждой школе, поэтому школы все укомплектованы площадками. Кроме того, каждой школе-участнице мы ежегодно передаем 6 баскетбольных мячей, баскетбольную форму. Также очень много плоскостных сооружений, уличных площадок рядом со школами, в новых домах все создается. Инфраструктура для занятий физической культурой и спортом. Ну, в этом очень хорошо помогает Министерство спорта Республики Башкортостан. Открывает очень много объектов. И вот, допустим, во Дворце борьбы, в котором проходил форум «Россия. Спортивная держава», в январе этого года мы сыграли матч звезд. Баскетбольный матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. К нам приезжали 7 олимпийских чемпионов. То есть от объектов самых мощных, топовых, самого высокого уровня мероприятий, где можно проводить, до уличных площадок, я считаю, очень хорошо у нас инфраструктура развивается. Но мы также участвуем в этих проектах. На грантовой системе распределяем возможность строительства спортивных площадок среди школ республики. Ага, ну то есть площадок, в принципе, у нас в Уфе хватает для занятия баскетболом. Да? Просто некоторые площадки находятся именно на территориях школы, а школы, к сожалению, ну, как мы уже знаем, в целях безопасности закрываются. Вот поэтому хотелось бы уточнить. Тогда где вот детям, ну, не только детям, взрослым поиграть в баскетбол? На сайте Федерации баскетбола в разделе «Контакты» есть телефоны всех представителей муниципальных образований. То есть у нас 64 муниципальных образования, и с каждым из муниципалитетов мы на связи. Там есть ответственные лица, которые развивают вид спорта, наш любимый вид спорта. И можно с ними связаться и узнать там по адресам, по локации, по секциям. И они могут ответить на все интересующие вопросы. Потому что работает в Кировском районе города Уфы, ну, там, в Янауле или в Баймаке может работать по-другому. Поэтому целесообразно вот с представителями Федерации баскетбола на местах связываться. Они проконсультируют, помогут, расскажут. И в завершении нашего интервью давайте еще раз проговорим, где, когда, куда приходить уфимцам, жителям и гостям нашей столицы, нашей республики, чтобы увидеть это мероприятие воочию. Урам-Байрам, 13 сентября, территория Арт-Квадрата. Все желающие принять участие в мероприятии, заходите на сайт Динамо Уфа, там есть форма для заявки, это брейк-данс, черлидинг, это фиджитал-спорт и баскетбол 3х3. Ждем всех желающих любителей баскетбола. Будет интересно и жарко обязательно. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был Сергей Медведев, генеральный директор баскетбольного клуба «Динамо». Я с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.